В эфире программа «Новости». Расскажем о главных событиях к этому часу. Студия Телераченко, здравствуйте. Карантин в Москве снят с сегодняшнего дня. Возвращение к обычному ритму жизни пройдет в 3 этапа. Пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет увеличили в 2 раза. Национальный парк для защиты белого медведя создадут в Якутии. С сегодняшнего дня мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице и большим процентом выздоровевших людей. Снятие ограничений рассчитано на 3 этапа. Как отреагировали на новость москвичи, узнаем у нашего субкора в столице Максима Кардузу. Такого поворота событий никто не ожидал. Москвичи были уверены, что будут сидеть дома как минимум до 14 июня. А тут в начале недели настоящий подарок в преддверии Дня России – отмена режима самоизоляции. Причем выйти гулять могут абсолютно все категории граждан. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Ограничения власти будут снимать поэтапно в течение всего июня. С 9 числа заработали общественные организации, киностудии, научные институты, ветеринарные клиники. Разрешено посещать кладбища, к репетициям вернулись театры и другие концертные организации. Но больше всего москвичей порадовала новость о том, что открылись парикмахерские и салоны красоты. Очереди расписаны уже на неделю вперед. Этого события мы очень долго ждали. Этот момент наступил, и мы будем работать с клиентами в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Клиенты этому событию рады не меньше, чем мы, но режим ношения масок и перчаток остается актуальным. Второй этап снятия ограничений запланирован на 16 июня. Тогда откроются музеи, выставочные залы и зоопарки по электронным билетам. Заработают стоматологические клиники, откроются летние веранды ресторанов. А окончательно вздохнуть полной грудью москвичи смогут с 23 июня, когда должны пасть к ногам победителей коронавируса последние ограничения. Тогда же откроются и фитнес-клубы. 23 июня должны заработать детские сады. 23 июня откроются все детские площадки. 23 июня можно будет свободно сидеть на скамейках. Но это не значит, что мы должны бежать и жарить шашлыки по 10-20 человек, не соблюдать социальную дистанцию, масочно-перчаточного режима. Этого никто не отменял. Но, несмотря на то, что отдыхать на лавочках можно будет только с 23 июня, все скамейки в скверах уже заняты. На дороге вернулись пробки, а в общественном транспорте все больше людей. Москва выходит из режима самоизоляции и, кажется, даже быстрее, чем планировали власти. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. За сутки в Якутии выявлено 75 больных коронавирусом. Общее количество заболевших теперь 2686. Такую информацию в ходе ежедневного брифинга об эпидобстановке в регионе озвучил глава СН Николаев. Из 75 новых случаев 66 в Якутске. Также проведена рекордная суточная выписка. 126 пациентов после полного выздоровления покинули медучреждения. Между тем, в тяжелом состоянии остается 13 человек, 3 пациента на аппарате искусственной вентиляции легких. В целом по региону коэффициент заболеваемости равен 0,8, однако локально по Якутску он все еще на отметке 0,9 единица. Как сейчас показывают данные Роспотребнадзора и Минздрава Республики, у нас увеличилось количество детей среди заболевших. В последних случаях где-то порядка 20% новых случаев – это дети. Поэтому и к детям надо очень бережно относиться. Это ответственность родителей. И необходимо в этот непростой период все-таки за детьми тоже очень внимательно смотреть, чтобы не было несанкционированных контактов, которые могут привести к их заболеванию. Теперь узнаем об эпидобстановке в Алданском районе. Слово Руслану Павлову. Обстановка в Алдане по коронавирусу стабильная. За последние сутки положительных по коронавирусу нет, но обильное число выписавшихся из инфекционного отделения. Оперативную обстановку доложит главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. Алексей Викторович, какова ситуация сегодня? Действительно, на завчерашние сутки новых положительных заболевших новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Из обсерватора было выписано 42 человека.
С инфекционного отделения выписалось 5 человек, и на сегодняшний день там находится 45 человек. Мы следим за результатами проведенных исследований. Все сомнительные результаты направляются в Якутск для верификации. Можно уже сказать, что волна у нас спала и такая она стабильная. На сегодняшний день, да, действительно, мы взяли все под контроль, в том числе вахтовые участки, где проводится на сегодняшний день уже организованное проводится лечение легких и бессимптомных форм ковид. И есть уверенность в том, что новые заболевания возникать будут только в условиях провизорного отделения либо инфекционного отделения. Вот такая ситуация у нас на сегодня. Мы следим за развитием событий. Изменения в Конституцию рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся в помощи. Владимир Путин прокомментировал поправки к главному закону страны, касающиеся социальной сферы. На встрече с соцработниками, которая проходила в режиме видеоконференции, российский лидер сказал, что предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки. Обязательно не реже раза в год индексация пенсий и пособий. При этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитывают многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума. Он подчеркнул, что эти нормы прямого действия, которые должны работать на годы вперед, чтобы люди были уверены в будущем, чтобы нуждающиеся в помощи были окружены особой заботой и вниманием, получали необходимую достаточную поддержку. Президент подписал и закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет. Выплата увеличится в 2 раза и составит 6752 рубля. Документ разработан в качестве дополнительных мер поддержки в период пандемии коронавируса. Согласно закону, также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остается без работы в период декретного отпуска с 6 до 13,5 тысяч рублей. В Министерстве образования и науки республики рассказали, как идет подготовка к проведению единого государственного экзамена. Зигзагообразная рассадка, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры, одноразовые стаканы для воды, средства индивидуальной защиты и многое другое. 16, 25 и 26 июня пункты проведения примут участие в тренировочных мероприятиях по отработке технологий проведения ЕГЭ. А 29 июня состоится пробный экзамен без участия детей. Это проверка работы всех систем и работников пунктов проведения экзаменов. Как ранее отметил министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев, в этом году в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора участников рассадят зигзагообразно, обеспечивая социальную дистанцию 1,5 метра. Аудитория пунктов проведения экзаменов будет оснащена дезинфицирующими и средствами индивидуальной защиты. 3 лесных пожара тушат на территории Якутии. Очаги образовались в Кобяйском, Усть-Майском районах и городе Якутске. Общая площадь превышает 3700 гектаров. По последним данным, из 3 локализовано 2 в Кобяйском и Усть-Майском районах. На тушение пожаров задействовано 133 человека и 2 единицы техники. Кроме того, за прошедшие сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на площади свыше 39 гектаров. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда продолжает действовать 4 термоточки на площади 18 216 гектаров. Состояние станков в ленских авторемонтных мастерских будет контролировать электроника. Новое оборудование будет учитывать ресурс станков и выработку часов персонала. Наш коллега Роман Токмаков узнал подробности. В ленских авторемонтных мастерских началась установка датчиков учета работы станков марки СВН-1-220. Эти датчики – часть системы ТАИР, которая разработана для организации и автоматизации планово-технического ремонта оборудования. Алмаздортранс внедряет ее на своих предприятиях. Внедрение автоматики в обществе позволит отслеживать износ оборудования и своевременно его ремонтировать. Есть еще один плюс. Установленные датчики могут учитывать работу часы персонала, то есть позволят оценивать эффективность работы любого станка. Прибор устанавливается на щите управления. Там выбираем моменты, где под подключение должно идти, там пусковая система идет, чтобы счетчик начал работать именно с того момента, когда запускается тот или иной станок. Новое оборудование установят на станочный парк, систему вентиляции и кран балки. Всего 300 единиц. В настоящий момент компания «Рарус» идет моделирование процессов. То есть в течение этого месяца они заканчивают моделирование, то есть и приступаем к внедрению данной системы на базе 1С Альфа, которая у нас установлена на ремонтном подразделении «Арма» для транспорта.
Ввод системы в эксплуатацию назначен на третий квартал текущего года, после чего с помощью пары кликов можно будет отследить всю информацию по выработке того или иного оборудования. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Владельцам дальневосточных гектаров предложили дом в ипотеку под 2%. Участок может стать залогом для обеспечения кредитования. Такую информацию озвучил глава Минвостокразвития Александр Козлов. Сейчас те, кто участвует в программе «Дальневосточный гектар», получают землю в безвозмездное пользование. Оформить ее в собственность они могут только через 5 лет, а банки не берут такие участки в качестве залога. По мнению главы ведомства, новшество позволит участникам программы взять ипотеку по 2% и построить недвижимость в своих владениях. К инициативе Минвостокразвития позитивно отнеслись в правительстве России. Напомним, что льготная ипотека будет действовать на Дальнем Востоке всего 5 лет. На сегодняшний день землю по программе «Дальневосточный гектар» получили около 82 тысяч человек. Национальный парк для защиты белого медведя создадут в Якутии. В рамках нацпроекта «Экология» появится заповедник «Медвежьи острова». Создать его планируется на базе заказника регионального значения «Медвежьи острова» и ресурсных резерватов регионального значения. Нацпарк расположится на архипелаге в Восточно-Сибирском море, к северу от устья реки Колымы. Там, по данным ученых, ежегодно отмечается появление на свет до 26 детенышей белого медведя. На сегодняшний день архипелаг является одним из основных мест формирования родовых берлог этих животных на территории Якутии. Глава республики присоединился к Всемирному дню донора крови. В регионах России началась донорская неделя. Она посвящена в первую очередь самим донорам, людям, которые безвозмездно помогают здоровью и жизни людей. Одним из первых в Якутии к акции присоединился Арсен Николаев. Пройдя необходимые подготовительные процедуры, глава региона сдал кровь на станции переливания в Якутске. Как отмечают медики, из-за пандемии во всей стране образовался дефицит крови и ее компонентов. Станция переливания обеспечивает все лечебно-профилактические учреждения, не прекращая работу даже в условиях распространения коронавируса. Глава призвал жителей республики присоединиться к всероссийской акции, поддержать медиков и помочь сформировать необходимый резерв крови для помощи пациентам. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.